На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с представителями бизнес-сообщества страны, а также действующими и бывшими руководителями силовых ведомств республики. В начале встречи глава государства поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов. Аслан Бжаня подчеркнул, что государство приложит усилия, чтобы создать условия для развития бизнеса, а также его поддержки и защиты от преступности. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Очень приятные знакомые лица. Хочу вас, представителей бизнес-сообщества, поблагодарить за то, что вы оказали помощь нашему населению. Мы понимаем, насколько все мы страдаем от того, что у нас не работает закон. Каждый из вас знает, какие трудности связаны с тем, чтобы привлечь инвестора. Вы знаете, какие споры у нас происходят в сфере имущественных взаимоотношений. Эти вопросы не отрегулированы. Вот в этом плане, мне кажется, вы со мной согласитесь, нужна твердая государева рука. Мы в связи с этим вас просим оказать содействие. Сегодня примерно в 11 часов утра в дежурную часть МВД поступило телефонное сообщение о том, что на территории посольства России в Абхазии заложено взрывное устройство. На место сразу выехали специалисты СГБ, МЧС и МВД. Как стало известно позже, сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным. Проведено обследование территории посольства Российской Федерации и здания на предмет нахождения взрывных устройств. Таковых на территории не обнаружено. На месте работали сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники государственной безопасности и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Будет проведена проверка по данному факту. В настоящее время не готов ответить, из каких источников именно это письмо поступило. Будет проведена проверка соответствующими службами. Указом президента Аслана Бжаня Гудиса Агырба назначен министром культуры Республики Абхазия. Уроженец города Ткорчал Агырба Гудиса Эдуардович с отличием окончил Абхазский государственный университет по специальности «История и право». После учебы работал научным сотрудником отдела геополитики ЦСИ, затем старшим референтом информационно-аналитического отдела, сектором общественно-политического развития и работы с молодежью отдела внутренней политики администрации президента. С 2007 по 2011 годы депутат Сухумского городского собрания. С 2012 по 2014 годы заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта. С 2015 по 2020 годы занимался предпринимательской деятельностью. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал на тестирование на коронавирусную инфекцию взят у 23 граждан. Диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них 7 находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган побывала с очередной рабочей поездкой в Гагарском районе, где осмотрела объекты, восстанавливаемые в рамках российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Репортаж Эсмы Гуланца. Первым объектом посещения стала Гагарская первая средняя школа, в которой завершаются строительно-ремонтные работы. 2 корпуса школы учебные, есть актовый и спортивный залы. Всего в учреждении 56 кабинетов. По словам представителя подрядной организации «Логистрой» Саида Осия, ремонт всех помещений практически завершен, за исключением незначительных внутренних работ. Саид, скажите мне вот откровенно, когда я могу быть уверена и докладывать руководству, что объект готов и все замечания устранены? Ну вот то, что у нас по смете было, у нас вот эти вот мелочи, что остались по работе доделать, вот эти вот датчики нам установить, и вот тот первый корпус, сейчас пройдем, туда тоже можем пройти, установить вот эти пороги и все остальное. Я думаю, что в течение 2 недель, я думаю, точно все Значит, сделаем. Тукс, тогда я так понимаю, если не считать оборудование, мы этот вопрос сейчас с вами обсудим, по нему есть понятие, как будем решать. Значит, соответственно, объем строительно-монтажных работ надо принимать
уже с учетом всех изменений, которые произведены, и готовить соответствующие документы. В ходе инспекции также обсуждались вопросы по благоустройству пришкольной территории и энергоснабжению объекта. С нашего прошлого визита есть определенные изменения. Подрядчик сейчас практически на завершительном этапе устранения замечаний, выявленных в ходе прошлой поездки. Весь объем предусмотренный сметной документацией, но на данном этапе практически завершен. Здесь нами, значит, будут предлагаться соответствующие дополнения. Они незначительные, но они необходимы для того, чтобы комплекс был завершенным. В том числе мы с вами вместе смотрели, это вопрос энергоснабжения школы. Нам необходимо будет приобрести соответствующий трансформатор и подключить его к объекту. Небольшие работы по благоустройству территории, фактически из крупных вопросов. Ну, там незначительные доработки, которые не требуют больших финансовых вложений. Затем Кристина Озган осмотрела площадь возле колоннады, которая является визитной карточкой не только города Гагра, но и всей Абхазии. На данный момент здесь ведутся работы по укладке мозаики и выравнивание стеллы. Параллельно начнется реставрация самой колоннады. Работы планируют завершить к концу августа. У нас с вами подписан протокол о сроках завершения работ. Я помню, что мы определили дату конец августа. Я надеюсь, что объект будет к этому времени готов. Всеми силами будем пытаться. Рекомендуем сроки выдержать. В ходе рабочей поездки Кристина Озган также посетила 2 канализационные насосные станции. На одной ремонт уже завершен, а на другой, по словам начальника управления капитального строительства Тимура Агырба, завершится к концу июля. Одним из крупнейших и дорогостоящих объектов инвестпрограммы в Гагарском районе является очистительное сооружение в селе Алахадзе. Однако к финансовой целесообразности этого проекта у Кристины Озган есть вопросы. Общая стоимость проекта, согласно тех документов, которые на сегодняшний день имеются, почти 1 700 с лишним миллионов рублей. Я просто хочу привести пример, что мы в 2013-2014 году строили очистные сооружения для города Сухум в селе Шера. Объемом, мощностью, соответственно, 30 тысяч кубометров, они обошлись тогда в 606 миллионов рублей. Я не хочу сейчас давать оценки относительно качества либо способа предлагаемого здесь. Я все-таки думаю, что имеет смысл нам послушать специалистов, которые дадут оценку целесообразности, стоимости такого проекта именно с точки зрения его дороговизны. Далее министр экономики направилась в Пицунский детский сад, отстроенный на базе старого дошкольного учреждения. Несмотря на то, что основная часть ремонтных работ здесь была завершена в 2017 году, здание так и не сдано в эксплуатацию. Тогда случилось несчастье, генподрядчик, он скончался скоропостижно. Потом с Гагробанком произошли какие-то проблемы, всем известные. В общем, деньги там застряли. И вот это 6 миллионов, вопрос был в 6 миллионах. То есть, если я вас правильно понимаю, за 6 миллионов объект стоимостью 70 сколько миллионов? 75 миллионов фактически 3 года не эксплуатируется. Кристина Озган поручила руководству УКС подготовить дефектный акт и оценить стоимость работ для ввода объекта в эксплуатацию. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Как было отмечено в предыдущем репортаже, у Кристины Озган возникли вопросы по поводу финансовой целесообразности проекта строительства очистных сооружений в Гагре. Поэтому сегодня вице-премьер побывала на очистных сооружениях в селе Шера, чтобы обсудить со специалистами возможность строительства таких же объектов в Гагарском и Гудаутском районах. Алика Трапш расскажет подробности. Канализационные стоки со всей столицы поступают в очистные сооружения, расположенные в селе Ишера. Здесь они проходят несколько этапов механической и биологической обработки, после чего в море поступает уже очищенная вода. На территории объекта расположены административные здания, лабораторные, мастерские и 3 основных резервуара. За день здесь очистку проходит до 20 тысяч кубов воды. Канализационные стоки, попадая в очистные сооружения, проходят несколько стадий очистки: отсеивание мусора, очищение в бассейне бактериями, отстаивание и обработка хлором. Эта вода попадается в отстойники. В отстойнике происходит осаждение. За счет погашения скорости движения воды осаждается и внизу садится ил, накапливается внизу. Потом через некоторое время, когда ил накапливается, автоматически насосом ил перекачивается на иловые отстойники. А с иловых отстойников потом насосами мы выкачиваем на иловые площадки и
Когда они там подсохнут немножко, потом машинами, трактором грузим и вывозим. Очищенная канализационная вода уже после первичной обработки практически прозрачная жидкость, а после дальнейшего очищения она и вовсе становится бесцветной. Эту воду можно применять для орошения, но в связи с тем, что у нас нет недостатка в воде, очищенную воду просто сливают в море. Строительство очистных сооружений в селе Ишера было завершено в 2016 году в рамках российской инвестпрограммы. Общая стоимость объекта составила более 600 миллионов рублей. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган посетила объект с представителями администрации Гагрского и Гудаутского районов, чтобы рассмотреть возможность корректировки стоимости проекта строительства очистных сооружений в Гагарском районе. Мы имели цель, значит, чтобы администрации района Гагарского и Гудаутского могли фактически увидеть, как работает эта система, послушать своих коллег из администрации города Сухум и впоследствии уже быть готовыми давать свое мнение по данному вопросу. Конечно, как и любой объект, как и любой проект, он всегда требует доработки, улучшений, но в целом система работающая, и, наверное, нам имеет смысл ее использовать и в других районах тоже. Поэтому мы с соответствующей инициативой будем обращаться к президенту, к премьер-министру, для того, чтобы, возможно, пройти именно по тому пути, который мы будем предлагать. Кристина Узган напомнила, что проект строительства очистных сооружений в Гагре оценивается в 1,5 миллиарда рублей, без учета магистрального трубопровода, стоимость которого составляет 240 миллионов. И в итоге на строительство очистных сооружений в Гагре придется потратить более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Таким образом, объект обойдется в разы дороже, чем строительство и запуск очистных сооружений в селе Эшера. Аля Катрапша, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Центральной избирательной комиссии зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента Абхазии по Утхарскому избирательному округу номер 14 Рабистана Габля и Алмасхана Барцец. Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы. По инициативе Центра социально-экономических исследований в Сухуме прошел научный семинар, на котором ученые, представители профильных ведомств, преподаватели школ и университетов попытались ответить на вопросы, связанные с системой образования в условиях всемирной пандемии. Обсудили плюсы и минусы онлайн-обучения. Поделились мнениями. Репортаж Гугуцы Вардания. Социальные последствия COVID-19 наиболее рельефно сказались на системе образования, а также усугубили без того сложную ситуацию в этой среде, считает кандидат философских наук Олег Домения. Ситуация усугубляется здесь тем, что новые вызовы пандемии наслаиваются на старые вызовы кризиса, остававшиеся без ответа. Ведь в связи с распадом СССР и образованием суверенной абхазской государственности коренным образом изменилось внутреннее и внешнее положение республики. Но система образования, как, впрочем, и все другие отрасли, не претерпела каких-либо существенных изменений. Она до сих пор не приведена в соответствии с новыми реалиями. Нет государственной программы развития образования, определяющей стратегическую цель, место и роль отрасли в жизни общества, и не определены ее основные задачи. Нет и закона об образовании. По мнению ученого, ответить на вопросы возможно не только лишь реформированием образовательной системы, но и самого общества в целом. Несмотря на то, что задачи в сфере образования очень важны, они все еще находятся лишь на стадии обсуждения. В такой ситуации нас застала новая фаза кризиса, пандемия коронавируса, которая ультимативно требует реформирования образовательной отрасли. При этом речь уже идет об ускоренном переходе к новым, доселе не применявшимся технологиям обучения, в скобках МООС, то есть массовых открытых онлайн-курсов, цифровых платформ и другие. Многие специалисты едины во мнении, что онлайн-образование менее эффективно, чем обычная форма обучения. Однако здесь есть как минусы, так и плюсы. Безусловно, это дало очень позитивный импульс в плане появления мультимедийных продуктов учебного назначения. Это, конечно, онлайн-тестовые системы, это учебные видеофильмы, перенос таких видео, демо
демонстрационных версий спецкурсов, это электронные программы, виртуальные лаборатории. Образование стало продуктом массового потребления. Оно стало интересным, зрелищным, быстрым и доступным, но, как мы все прекрасно знаем, очень часто красивая упаковка не значит, что продукт будет качественным, а главное полезным. Образование – это сфера будущего, и то, что мы живем в цифровом мире, нужно понять и принять, считают ученые. Процессы, происходящие в мире, заставляют менять привычную систему обучения. Если мы жили от простого к сложному, понятному для нас, мы сегодня живем от сложному к неизвестному. Поэтому сегодня думать, что те знания, которые мы получили в период учебного процесса, будут человека поддерживать всю дальнейшую жизнь, это утопично. Мы поставлены в такие условия, когда нам нужно постоянно учиться и переучиваться. Однако, чтобы учиться и переучиваться, нужны технические возможности и навыки. Практически во всех странах мира во время пандемии перешли на онлайн-обучение, и Абхазия в том числе. Но, несмотря на старания учеников и педагогов, заниматься в таких условиях бывает непросто. Надо учителей учить, понимаете, нужно опять финансирование. Технически не обеспечен не только учитель, но и дети дома. Нужен высокоскоростной интернет. Не во всех школах есть интернет, к сожалению, сегодня. Столько проблем возникает. Да, мы готовы в случае какой-то пандемии осенью или ближе к зиме, потому что осень у нас теплая, еще надеемся, что не придет к нам. И, конечно, мы должны это использовать. Опять-таки, не на постоянной основе. Вот мы закачали себе программу Zoom, у меня 11 класс в этом году, и я решила с ними позаниматься. Первое, тут кто не на онлайн-связи, это уже потом дети мне сказали, потому что у меня доверительные отношения. То есть он включает компьютер, чтобы я якобы видела, что он у меня на онлайн-связи. А сам он пошел по своим делам, он пошел покушал, он пошел еще что-то сделал. Он не занимается. Сегодня, когда 11 класс пришел, и когда я стала с ними все это повторять, я поняла, что я напрасно потратила время. К сожалению, мы пока не готовы. Еще в марте месяце в связи с ситуацией с коронавирусом сотрудники ЮНИСЕФ обратились в Министерство просвещения и предложили создать платформу образования, с помощью которой будет возможность не прерывать обучение. Это очень долгий процесс, потому что здесь очень много нюансов. С одной стороны, технические проблемы. Как это создать? Мы обратились к мобайлу, к Какофону и к операторам, провайдерам интернета для того, чтобы обеспечить стабильный доступ к интернету. Они обещают нам бесплатный доступ. То есть, если даже у вас на счету 0 рублей, ваш ученик, ребенок может всегда, и учитель тоже, может всегда зайти на эту платформу. Она будет называться kalamp.org. И надеюсь, что за это время, пока у нас каникулы 3 месяца, к сентябрю она будет уже полностью готова. И в случае того, если возникнет ситуация, когда школы вынуждены будут опять уйти на карантин, уже не будет прерываться процесс. В рамках одного семинара невозможно обсудить все проблемы сферы образования и выработать системный подход к их решению. Встречи в таком формате будут продолжены. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 6 июня в Абхазии, как и в России, отмечают день рождения гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Чтение стихов великого поэта стало доброй традицией. Вот уже 9 лет ежегодно под тенью многовековой липы в ботаническом саду Сухума почитатели творчества Пушкина проводят творческую встречу. К сожалению, в этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия пройдут в другом формате. В каком, расскажет Нала Кобе. Пушкинские чтения в Сухуме впервые прошли в 2012 году по предложению народного поэта Абхазии, президента Ассоциации писателей Абхазии, награжденного, кстати, российской медалью Пушкина Мушнила Сурья. Тогда, после возложения цветов к памятнику великого русского поэта, участники торжества прошли в Сухумский ботанический сад, где на полянке, расположившись на стульях в тени огромной старой липы, слушали выступления абхазских и русских поэтов, юных чтецов и певцов. Символично, что мероприятие проводится в Сухумском ботаническом саду, ведь, как известно, он был основан другом Пушкина Николаем Раевским в 1840 году. В этом году представительство Россотрудничества совместно с Русским культурным центром и Ассоциацией писателей объявило конкурс видеороликов, в котором могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Сегодня мы видим, насколько дети откликнулись на этот призыв. Присылают ролики, мы видим их, мы слушаем их, мы радуемся за наших детей, которые
любят Пушкина, которые читают Пушкина, которые стараются постичь те произведения даже Пушкина, которые не входят в программу, школьную программу. Все желающие, кто независимо от возраста, кто хочет принять участие в данном конкурсе, должны снять небольшой видеоролик, на котором участник читает один из стихов Александра Сергеевича Пушкина и прислать его нам. Мы, в свою очередь, публикуем эти видеоролики на своих официальных страницах в Фейсбуке и в Инстаграме. Также хотелось бы отметить, что в этом году читаем Пушкина на разных языках. Мы проводим совместно с Русским культурным центром и с Ассоциацией писателей Республики Абхазия. Участие в конкурсе будет поощряться. Итоги будут подведены ко Дню России 12 июня. По словам Натальи Каюн, заявок на участие в конкурсе поступило немало. Стоит отметить и то, что дети подошли к мероприятию с большим энтузиазмом. Несомненно, Пушкин является величайшим поэтом, поэтом и писателем. Его творчество сильно повлияло на мою жизнь. Читая его произведения, все оживает. Звуки, слова, образы. Смеясь жестоко над собратом, писаки русские толпой зовут меня аристократом. Смотри, пожалуй, вздор какой. Не офицер я, не асессор, я по кресту не дворянин, не академик, не профессор, я просто русский мещанин. Читая произведения Пушкина, ощущаешь, с какой любовью, теплом он отзывается о своей родине. Мне он очень близок, потому что я тоже очень люблю свою родину, Абхазию. Я думаю, меня ждет еще много открытий на пути знакомства с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Произведения великого поэта затрагивают сердце каждого человека, и каждый, независимо от возраста, найдет в них что-то для себя. А какой воспитательный аспект несут эти произведения? Великолепные сказки, стихи, поэмы, проза учат нас любви, добру, милосердию. Каждый год в пушкинских чтениях принимают участие известные пушкинисты из Москвы и Петербурга, русские поэты-переводчики, работники пушкинских музеев, мастеров художественного чтения. Все они не только отдают дань памяти неподражаемому творчеству великого русского поэта, но и прививают молодежи любовь к литературе. Наала Кови, Наала Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуме начались работы по благоустройству парка «Сказка», расположенного в самом центре столицы. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой Сухумской администрации. Парки и скверы в столице популярны, особенно в теплое время года. К сожалению, парк, который в народе называют «Сказка», уже не первый год в запущенном состоянии. Бытовой мусор, неухоженные деревья и кусты, разбитые лавочки. Здесь практически никого не увидишь. Жители этого района перестали проводить здесь время. Парк стал непригодным. Мы здесь постоянно гуляем, потому что, во-первых, он близко расположен от нашего жилья. Конечно, хотелось очень, чтобы кто-то почистил, было аккуратненько, потому что даже негде было присесть. А сейчас прям очень обрадовалась сегодня, когда увидела, что чистят. Мы вышли посмотреть даже. Очень красивый, большой парк. Ну, был очень неухожен. Надеюсь, что он теперь будет ухоженный, красивый, и будут лавочки красивые, чтобы мы могли сесть с малышкой тихо, погулять, посидеть, поспать. Парк занимает немалую территорию в центре города. Благодаря зеленым насаждениям в летнее время здесь можно укрыться от знойной жары. Вот уже много лет здесь работает кафе «Сказка». Первый этап работы начался с санитарной обрезки деревьев и расчистки территории. Работы ведутся уже 4-й день. Мы до этого тоже помогали, чистили, косили. В таком объеме не было у нас. А сейчас сказали, это в городском бюджете. И делаем, что можем. Каждый день по 3-4 рейса вывозим. Бытовой бросают. Это уже не минуло, все убираем. Сейчас в данный момент все убираем. Ну, после этого косильщики косили, а сейчас вот мы ветки сухие обрезаем. Глубокую обрезку, что надо, делаем. Как можем, так работаем. Благоустроенный парк даст возможность проводить досуг жителям столицы. Элана Какаля, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность и засадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.